В источниках XIII-XVI веков можно встретить разные этнонимы, которые сходны с этнонимом башкир. Это башкирды, баскарды, паскатиры и ряд других схожих этнонимов. Эти этнонимы зафиксированы в западноевропейских источниках, в русских летописях и документах, а также в восточных хрониках. Интересные сведения о баскардах сообщают католические миссионеры, которые осуществили путешествие в восточные страны в поисках прародины венгров. Они искали Великую Венгрию и народ, родственный венграм. Отправившись к востоку от булгар, Юлиан встретил баскардов. Баскарды, по его мнению, были венгроязычными, то есть они говорили на понятном ему венгерском языке. Далее, кроме Юлиана, также о баскардах или паскатурах сообщает Гильом де Рубрук, Плано Карпини, затем о Великой Венгрии и ее опустошении сообщает Матфей Парижский, ну и ряд других авторов этого периода рассказывают о Великой Венгрии и баскардах, которые проживали к востоку от Булгара и к северу от Кумании. Кумания – это территория Великой Степи, то есть перед нами вырисовывается география приуральских земель. Это территория Среднего и Южного Приуралья. На этой территории, исходя из этих данных, проживали баскарды и располагалась Великая Венгрия. Археологами отмечается типологическая близость венгерских могильников с памятниками этого периода в Приуралье. И если исходить из данных всех этих источников, то вырисовывается следующая картина. До завоевания чингизидами западных земель, Булгара, Руси и части Восточной Европы, на территории Приуралья к востоку от Булгара располагалась Великая Венгрия, которая, по сообщению Матфея Парижского, была в результате опустошена в результате похода Батыя. И население этой территории, баскарды, часть населения бежала на запад. Юлиан встретил впервые бежавших от лица татар баскард в Ростово-Суздальской земле. Часть населения была уничтожена, а часть населения была переселена в другие районы Монгольской империи. Но все-таки какая-то малая, видимо, часть населения осталась, и вскоре она была ассимилирована пришедшими сюда мусульманами из Булгара и Хорезма. О том, что в скором времени эту территорию заселили мусульмане из Булгара и Хорезма, сообщают разные источники. Помимо письменных источников мы видим ясные свидетельства в виде эпитафий, памятников эпиграфики, которые сохранились на этой территории, относятся как раз к XIII-XIV векам. Памятники архитектуры, сохранились мавзолеи в среднеазиатском, хорезмийском стиле и в булгарском стиле. То есть здесь четко можно выделить две школы зодчества, которые в тот момент существовали на этой территории. И, конечно же, сообщение Рубрука, который говорит, что в этот период на территории Баскардии было много мусульман. То есть распространился ислам, и это говорит, скорее всего, о том, что на эту территорию мигрировала значительная часть мусульман из Булгара и Хорезма. Но оставшиеся вот эти башкирды, или, как их еще исследователи называют, восточные венгры, они были исламизированы очень быстро, и
тюркизированы. Так или иначе, в XIII-XIV веках оставшиеся восточные заволжские мадьяры исламизируются и тюркизируются. Но в более поздний период, в XV-XVI веках, этноним, связанный с корнем башкир или башкурт, уже не соотносится с этой территорией, а мы видим, что башкирды, или как в русских летописях о них писали башкирцы, проживали на более северных территориях. Это указывает на то, что часть башкир либо в эпоху нашествия Батыя мигрировала на север, либо это часть Великой Венгрии, которая сохранилась и в последующую эпоху ордынского господства. Так вот, разные источники, опять же, и западноевропейские, и русские, и восточные источники указывают на то, что в Среднем Придуралье проживали башкирды или башкирцы, как об этом сказано в русских источниках. О баскирдах сообщает Матвей Миховский, автор XVI века, также Альберт Компензи и некоторые другие авторы. И они говорят о том, что страна Баскирд расположена по соседству с Югрой, Великой Пермью и Вагулами. С этими данными согласуются и сведения восточных авторов, таких как автора Таварихи Гузида Нусрат Наме, данные Челеби, Утемиша Хаджи, Абдулгафара Кареми и ряд других источников, которые указывают на близость Башкурд с территорией Чимги-Туры или Тюмени, с территорией Тюмени. То есть эти источники указывают на соседство башкир с Тюменским ханством. Но более точные сведения о проживании башкир в этот период несут русские источники. И прежде всего это данные Андрея Михайловича Курбского, который был участником похода на Казань 1552 года и последующих экспедиций по покорению, по завоеванию Казанского края. Он описывал довольно подробно и народы Казанского ханства, и территорию, и по его сведениям, кроме татар, в Казанском ханстве проживало еще 5 народов, среди которых последним он упоминает башкирцев. И говорит о том, что башкирцы проживали в верховьях Каммы. И далее, уже описывая походы в эти земли, он пишет о том, что русские полки дошли до верховьев Камы, где покорили часть башкирцев, которые проживали от верховьев Камы вплоть до Сибири. То есть вот такая локализация обозначена в этом источнике. Еще более точные данные можно встретить в летописях XVI века и некоторых грамотах. Так, в грамоте Ивана IV Строгановым от 1572 года говорится о том, что башкирцы и остяки проживали в верховьях Камы. Об этом же говорят и летописи того периода. Строгановская летопись уточняет, что башкирцы проживали в верховьях Камы и называет конкретные притоки, располагающиеся на территории Среднего Придуралья. Существуют и другие данные, которые указывают на то, что именно здесь, в XVI веке, проживали башкирцы или башкиры. В грамоте Михаила Федоровича от 1632 года говорится о старинных владениях башкирцев, которые располагались в бассейне рек Нытва, Юг, и эти реки впадают в Каму в районе современного города Пермь.
Кроме этого, сохранились сведения Вицина, анголанского политика, путешественника, который несколько раз побывал в России. В 1664-1665 году первый раз он побывал, и в конце своей жизни он написал довольно-таки содержательный, обширный труд о Северной Татарии. И описал народы этого обширного региона, основные торговые пути. И описывая торговый путь в Сибирь, он сообщает о башкирах. От озера Исеть, что на Урале, в районе современного Екатеринбурга, до верховьев реки Часовой 6 миль, пишет Вицин. И эта земля некогда была населена башкирцами. Что интересно, в этом же сочинении он добавляет следующую фразу. В прошлом столетии, то бишь это в XVI веке, башкиры жили в районе Великой Перми, пишет Вицин. Данные Вицина довольно четко указывают на миграцию башкир в XVI-XVII веке. То есть он говорит о том, что некогда здесь жили башкиры, затем они мигрировали на юг. Видимо, миграция башкир в южном направлении началась еще в середине XVI века. На это косвенно указывают данные Андрея Михайловича Курбского, который говорит о том, что часть башкир покорилась русским во время похода 1554 года. То есть покорившаяся часть, а часть ушла. То есть оставшаяся часть, он пишет, покорилась, что указано на то, что часть башкир ушли в южном, скорее всего, направлении. Почему же произошла такая глобальная миграция? Ну, здесь можно выделить разные факторы общественно-политического и даже природно-климатического порядка. Во-первых, изменилась политическая ситуация. После завоевания Казанского ханства, присоединения приуральских территорий, в результате ослабления Ногайской Орды, часть земель в Приурале опустела южных территорий, и на эти территории постепенно началась миграция башкир, которые проживали в районе Великой Перми. На переселение повлияли и глобальные климатические изменения. Именно на середину XVI века приходится один из климатических минимумов малого ледникового периода. И что интересно, схожая синхронная этническая миграция наблюдалась и в Зауралье. Она была связана с переселением астяхских и вагульских племен в южном направлении. Так или иначе, к XVII веку башкиры начинают фиксироваться уже на более южных территориях, на территории Южного Приуралья. И при изучении истории народов это обстоятельство необходимо учитывать. Таким образом, если мы будем изучать синхронные и аутентичные источники, то есть источники, которые относятся именно к той эпохе, когда проживали эти народы, в том числе башкиры, то вырисовывается довольно сложная картина. И ясно становится, что в этногенезе, в истории народов большую роль сыграли миграции. Эта проблема, этот аспект, он очень слабо изучен в современной науке и требует дальнейшего осмысления.